Половина дизель-генераторных установок в Крыму не работают. Об этом заявил на заседании Межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации начальник штаба Сергей Шахов. Говорит, за сутки на горячую линию обратились 4500 крымчан, сообщив о несоответствии электроснабжения утвержденным графиком. С 1600 генераторов работают меньше 900. Как сообщил руководитель Крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций России Сергей Шахов, Крым сейчас получает 931 мегаватт электроэнергии, из необходимых 1350. Керчь до марта проживет в режиме экономии электроэнергии. Городу поставили лимит в 42 мегаватта, что позволяет обеспечить питанием только жилые дома, причем отключая электричество на 2-3 часа в сутки. В таком режиме город будет жить до введения очередной линии энергомоста. Лифты в Керчи не будут работать до 10 января. Троллейбусы должны были выйти на маршрут сегодня. Уличное освещение работает частично, через один столб или только по одной стороне улицы. Больницы, интернаты, институты должны перейти на питание от дизель-генераторов. Обеспечивать генераторы во всем необходимом должны сами учреждения. С наступлением холодов жители стали потреблять значительно больше электроэнергии, чем в теплое время. На каждой нитке нагрузка возросла примерно в 1,5 раза. Лимит электроэнергии, выделенный Керчи, составляет 42 мегаватта. Это позволит обеспечивать бытовых потребителей, если не будет понижения лимита, а нас уверили в том, что его не будет. Эти 42 мегаватта, и на них составлен уже сегодня график, будут давать возможность бытовым потребителям получать электроэнергию с временным отключением на 2-3 часа в сутки. В Симферополе снова ограничили работу ресторанов и кафе. Такое решение приняли в штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации. С сегодняшнего дня по 7 января развлекательные заведения должны закрываться в 9 вечера, а с 8 января в 8 вечера. Запрет будет действовать до особого распоряжения. Дорогой наш барин Вова, мы сидим без света снова. В соцсетях стремительно распространяется сатирическое видео с резким стихотворным обращением крымчанина к президенту России Владимиру Путину. Ролик был выложен на YouTube пользователем Александром Пандой. Ватным лишнехромосомным посвящается. Дорогой наш барин Вова, мы сидим без света снова. Тот энергомост для лохов мы без света видим плохо. Коробок с духовной пищей нам сейчас немного лишний.